Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на симпатию. Давайте посмотрим, кому вы очень сильно нравитесь, кому вы симпатичны. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. И песочек сам все покажет и расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, то, что сейчас ах, интересно, вас так красиво показали. Вы знаете, вы постоянно находитесь в центре внимания. Очень много людей вами интересуются, либо даже за вами постоянно наблюдают. Вы будоражите умы многих, и многие люди действительно вами впечатлились. Впечатления разные, сразу говорю. У кого-то невероятно положительное впечатление, а у других наоборот. Вы вызываете бурю эмоций. Вы человек очень независимый, очень самостоятельный. У вас какое-то невероятное чувство вкуса. И даже если вас нарядить, например, там, в мешок из-под картошки, вы все равно будете неотразимы. Вещи на вас как-то по-особенному сидят, манера подачи себя, вот, уверенность в себе. Ну вы прям гроза. Гроза всех мужиков, так можно сказать. И еще я вижу след, который вы оставляете в жизнях людей. Вот с кем вы общаетесь, либо с кем вы там вместе время проводите. Люди, которые есть, люди, которые были. У каждого есть след, ваш след в душе, в сердце. Нет равнодушных, нет равнодушных. Вы очень незабываемая женщина, да, незабываемый человек. Здесь, конечно, да, прекрасная. Правда, знаете, единственное, что меня смущает, то, что вы к себе очень как-то жестко относитесь, очень многое себе запрещаете, либо сами себя часто критикуете. Вы не умеете принимать комплименты. Вам почему-то в этот момент как-то становится стыдно и неудобно. А это, кстати, хороший навык, он вам в жизни пригодится. Так, еще вижу, что вас всегда тянет на каких-то неблагополучных людей. Людей, которые вот просто действительно не заслуживают вашего внимания. Вы благородный человек, и сердце у вас доброе. Вы никогда не пройдете мимо того, кому нужна помощь. И даже если вас не просят, вы сами подойдете и будете предлагать свою помощь. Плохие люди этим пользуются. Вот говорю как есть, вижу, что пользуются. Пользуются, и совесть их не мучает. А вы всегда человеку даете второй шанс. Вы любого дурного человека можете оправдать, либо придумать этому человеку оправдание в своих же собственных глазах. Ну вот, дескать, ой, человек оступился. Ну, может быть, одумается, да, может быть, этого никогда больше не повторится. Либо там, человеку всегда нужно давать шанс. Ну, такая, вы очень добренькая, да, вы очень добренькая. Хотя обладаете таким прям железным характером. Но доброта ее никуда не деть. Так, ну давайте посмотрим, кому вы нравитесь, кому вы симпатичны. Хочу начать, как ни странно, с женщин. Есть женщина, которой вы очень-очень сильно нравитесь. У этой женщины есть сын. Причем сын очень неблагополучный. Вот она на вас смотрит и думает, вот бы мне такую невесточку, да? У меня бы и с сыном все хорошо было, у меня бы там и внуки, и пятое, и десятое. В общем, она на вас смотрит и мечтает о том, что вы когда-нибудь станете ее невесткой. Возможно, она даже и попытки вот недавно делала как-то вас со своим сыном, не знаю, свести, познакомить. Но вижу, что вам это не очень интересно. А вот прям очень нравитесь этой женщине, очень нравитесь. Так, еще вижу
мужчину из вашего прошлого, который упустил свой шанс на отношения с вами. Давайте так скажем. А вы с этим мужчиной точно знакомы. С этим мужчиной что-то такое, знаете, пару встреч, либо, может, в одной компании находились, может быть, в одном вузе учились. Как-то он вас не рассмотрел. А теперь, судя по всему, рассмотрел, либо рассматривает ваши фотографии, может быть, в интернете какой-то нашелся. И никак в себя прийти не может. Настолько вы ему красивая, настолько вы ему желанная, настолько вы необычная. И вот он такой, блин, так как же я мог ее упустить? Да, ну, скорее всего, то ли вы не свободны, то ли этот мужчина не свободен. Он как бы и хотел бы вам все это сказать, но не может. Тут, кстати, уже, возможно, речь идет не просто о симпатиях, о интересе. Здесь уже речь, скорее всего, идет о влюбленности у вас. Ну, влюбленность такая, знаете, на расстоянии. Так, еще я вижу у вас мужчину с пузиком. Мужчина, он такой весельчак, добрячок, немножко ленивый. С этим мужчиной вы как-то то ли, не знаю, то ли работаете вместе, то ли он ваш начальник, то ли когда-то работали. Вы ему очень нравитесь. Нравитесь вы ему не как женщина, хотя он оценивает вашу женскую красоту. Вы ему нравитесь как специалист, как профессионал, как ответственный и порядочный сотрудник. Вот впечатлился вами однажды, до сих пор забыть не может. Если вы уже не работаете вместе, то поверьте, он каждый раз о вас вспоминает и ставит вас в пример своим сотрудникам, либо своим коллегам. Детям своим о вас рассказывают, о том, как работать надо, как нужно относиться к своей работе. Ну, хорошие моменты. Вы себя хорошо показали, и он это отметил, и надо отдать ему честь. Человек независтливый, наоборот, да, вас в пример ставит. Если вы вместе работаете, то, девчонки, он вас хвалит вот везде. Везде и всюду вас хвалит. И вся его семья вас знает о том, что вы невероятная. Невероятный сотрудник, невероятный, ответственный, порядочный человек. Так, дальше симпатия. Мужчина гораздо моложе вас. Гораздо моложе. Либо по возрасту, там разница почти чуть ли не в 10 лет, либо ментально, прям как ребенок рядом с вами. Вы ему очень нравитесь. Но здесь больше идет речь о каком-то влечении, вот именно интимного характера. Прям старается все время вас обсмотреть с головы до ног и вот в декольте заглянуть, либо там, не знаю, под юбку заглянуть. Прям какой-то извращенец. Фу-фу-фу. Молодой да ранний, да, либо горячий. Он как бы понимает, что вы старше. Он понимает, что это неприлично, но ничего с собой поделать не может. Может, действительно, у него там гормон гуляет, да, и он прям и стыдно, и ничего не поделаешь. Но да, вы ему очень нравитесь. Прям нравитесь, соблазнительница, роковая женщина. Он вами так впечатляется. Мне даже кажется, что он и девушек тебе подбирает, похожих на вас. То есть к вам он подойти прям не может, но боится, стесняется, может быть, уже был вами послан. Вот, и он старается искать женщину, девушку, похожую на вас. Но когда он вас видит, он ничего с собой поделать не может, у него прям кровь закипает. Да, влюбленный. Это влюбленный и плюс желание, которое невозможно удалить. Вот так идет. Так, еще вижу двух друзей. Это два мужчины, они друзья. Друзья, и один из них не свободен, а другой как раз-таки свободен. Вот. И тот, который не свободен, вы ему прям очень симпатичный, и он этого своего свободного уговаривает на вас. Говорит, ну смотри, какая женщина. Ну что тебе надо, да? Что за кретин такой? Сидишь, молчишь. Вот. А тот, который свободен, он как бы согласен, вы ему тоже нравитесь, но он вас боится. Не знаю уж по какой причине, но он вас боится. Он когда вас слышит, у него прям дрожь идет по всему телу, его трясти начинает, и он краснеет, бледнеет, испариной покрывается. Вот. Не могу сказать, в каких вы отношениях с этими людьми, я не вижу контакта между вами. Либо если есть контакт, то это на уровне «здрасте, до свидания». Но они вас видят, они вас знают. И вот этот женатик прям уговаривает. Говорит, ну смотри, какая женщина, ну что тебе надо, иди, пригласи ее, да, иди с ней поговори. А тот прям трястись начинает, и у него чуть ли, я не знаю, не асфиксия наступает. Так ему страшно к вам подойти, ноги прям
в землю врастают, либо подкашиваются. Представляете, до чего мужика довели? Сколько вы его испугали. Ну вот они очень часто беседы о вас ведут, о том, что нужно знакомиться, о том, что женщина вы классная, что вы невероятная. Ну, не женщина, а мечта, да, не женщина, а мечта. Так, еще. Здесь мужчина с большой фигурой, большим телом, неправильно, не фигурой, с большим телом. Но прям четко показали, такой большой, мускулистый, но почему-то на собаке ездит. Либо его кто-то возит на машине, либо это не машина, а, допустим, мотоцикл. Да? Мотоцикл, и, кстати, может еще и скутер быть. И даже самокат может быть. Да, в наших реалиях самокаты очень часто показываются в последнее время. Он прям с букетом цветов. Он на вас глаз положил, девочки, он на вас положил глаз. А мужчина вас, возможно, там от силы пару раз видел в жизни. Может быть, вы совсем недавно познакомились. А что произошло? Здесь мужчина с себя вуаль хочет снять. Возможно, в момент вашего общения, либо в момент вашего знакомства он показался абсолютно равнодушным, незаинтересованным и равнодушным. Но на самом деле вы ему очень понравились. И вот он прям готовится, он с букетом в руках, смотрите, на собаке едет. Он готовится к свиданию, он готовится к следующей встрече. Впечатлился вами мужчина. Понравились очень сильно. Он скорее, как, знаете, в оцепенение, наверное, впал, когда с вами знакомился, либо общался в последний раз. Но, кстати, еще по собаке может быть и общий друг. Да? Может быть, он при помощи общего друга еще раз к вам как подойдет, либо воспользовавшись тем, что есть общие знакомые, пригласит вас каким-то странным образом на свидание. Ну, типа коллективное свидание, вроде как и не свидание, мы же там втроем будем. А потом окажется со временем, что все-таки это вдвоем. Прям очень вы ему понравились, очень и очень. Кстати, он зрелый мужчина, он не юнец. И, возможно, даже впервые такое с ним произошло, что он в оцепенение впал. Никак не смог отреагировать. Либо настолько держал себя в руках, там, пытался не выдать, что вы понравились, что показалось, что он абсолютно равнодушный. Кстати, вам этот мужчина тоже приглянулся. Вот вы как-то отметили, то ли фигуру его отметили, то ли как он держался отметили. Что-то вы в нем отметили. Ну, вот почему-то фигуру показывают, что у него фигура красивая. Наверное, такие фигуры отметили. Голова, правда, маленькая, может быть, вы подумали, там, одноклеточный, ну, раз так себя ведет. А вот фигуру вы отметили. На самом деле он нормальный, просто что-то с ним случилось в тот момент. Так, еще вы нравитесь и очень симпатичны женщине, у которой много детей. Потому что ее показали курицей, этой несушкой, кочкой ее показали. Да, у нее дети, много детей, там 3 и больше. Вы очень нравитесь. Вот нравится ваш стиль, нравится ваша фигура, нравится ваша подача, ваши манеры. Прям, ну вот бывает такое, вот человеку нравится, им впечатляешься. Хочется общаться, хочется узнавать лучше, больше, что-то хорошее перенимать от этого человека. Эта женщина, она старается быть похожей на вас и также, возможно, на своим детям. Вас в пример постоянно ставит. Вот, потому что у вас и воспитание хорошее, манеры хорошие, вы очень грамотный, начитанный человек, с вами не бывает скучно. С вами вообще можно очень весело провести время, обсудить любую тему. И вот она, скорее всего, вас ставит пример. Вот сдается мне, что эта женщина будет к вам очень сильно тянуться, там, не знаю, подружки набиваться. Вот. Еще, знаете, как преследовать вас немножко будет. У нее мысли, кстати, положительные. Вот правда, она вами впечатляется. Может быть, вы для нее как этот свет в оконце, да, пример, вот к чему нужно стремиться. Потому что у нее много детей, и ей вот и так по жизни тяжело. Либо она себя запустила. Так, и в венце здесь образ человека, с которым у вас какая-то ссора, либо какой-то конфликт произошел. Вот, с одной стороны, неприятно, потому что вы там поссорились, поругались, а с другой стороны, человек просто в восторге от того, как вы себя держали и как вы, например, вышли из этого конфликта. Либо что вы там сказали, что вы там сделали. С одной стороны, конечно, и злиться, а с другой стороны думать, ну ничего себе, а вот я так не умею. Да, вот как бы и мне научиться быть такой же крутой. Есть такое. Тот, с кем вы ругаетесь, ссоритесь, либо недавно поругались, поссорились, все равно испытывает к вам симпатию. Симпатию, потому что так не умеет, как вы, ни говорить, ни делать, ни себя вести.
Видите, вы даже врагам своим нравитесь. Ну что поделаешь, такой вот человек необычный. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.